Разное кто-то хочет внести вопросы и интересующие. В таком случае принимает повестку? Принимаю. Прошу проголосовать. Спасибо. Это первый, который не плановый, который не отвечен повестке, а вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Значит, у нас встреча, которую я провела осенью прошлого года с членами Якутского регионального отделения «Опора России», одним из поставленных вопросов был передо мной вопрос борьбы с нелегальным бизнесом на территории города Якутска. Вы знаете, что не первый год в городе Якутске также работает комиссия, соответствующая, занимающаяся этими же вопросами. Но мы с вами должны констатировать, что на сегодняшний день, конечно, работа проводилась, но ни ее темпы, ни ее содержание, ну и, разумеется, ее результаты нас на сегодняшний день не устраивают. И в этой связи, и в связи с тем, что горожане активно высказали недовольство в данной сфере, значит, и Арсений Сергеевич Николаев, Виталий Валерьевич отметил, и мы, значит, высказано предложение о том, что мы должны все-таки эту работу активизировать, потому что мы понимаем, что те события, которые на прошедших днях случились, они в основе своей имеют, скажем так, экономический вопрос прежде всего. Одно на другое наложилось, эмоции наложились, но в основе своей это, конечно, экономический вопрос. И это не является каким-то спонтанным решением, это то, что мы должны были сделать давно. Но поскольку вопрос должен рассматриваться, должен регулироваться, в том числе с участием Координационного совета по предпринимательству при главе города, я считала необходимым этот вопрос вынести на повестку сегодняшнего заседания. Ну, вкратце так, я думаю, что Николай Сергеевич не дополнит. Нет. Замечательно. Так, ну ладно, тогда продолжим. Значит, председателем комиссии являюсь я. Значит, по заместителю председателя комиссии сейчас департамент по предпринимательству определяется. Мы также готовы выслушать предложение Координационного совета. Значит, по плану мероприятий, ну я сейчас думаю, помощники мои вызвали, значит, по плану мероприятий, значит, планомерно есть и на март, и на апрель, и я думаю, что когда мы создадим совместную рабочую группу, мы должны будем расписать план до конца 2019 года, чтобы это не было компанейшное, а было, значит, планомерным таким нашим совместным движением. Ну и, соответственно, проанализировав результаты работы в 2019 году, мы в дальнейшем составим работу на следующий год. Здесь неоднократно говорилось о том, что и здесь, и на других площадках нелегальный бизнес создает серьезную помеху деятельности нормальных чистых предпринимателей, с одной стороны, и с другой стороны, конечно, да, и с другой стороны, конечно же, мы говорим о том, что о потерях бюджета, и в том числе местного бюджета. Вообще, хотелось бы отметить такой довольно интересный и хороший факт, что по итогам 2018 года впервые за анализированный период, там говорят за много-много лет, там 7-8 точно, появилась такая цифра, как на 7% сократилась задолженность малого и среднего бизнеса в местном бюджете. И это очень, на самом деле, хоть и небольшая цифра, такая 7%, да, но это позитивное движение вперед, и в том числе, я думаю, это и результат деятельности Координационного совета по предпринимательству. Мы сейчас продолжаем вести планомерную работу по неналоговым доходам в бюджет города Якутска. Там это вопрос арендных платежей и так далее. Есть серьезные задолженности субъектов малого и среднего бизнеса. Но я думаю, что в отдельном порядке, если это необходимо, мы можем, кстати, это рассмотреть и на одном из заседаний Координационного совета, посмотреть, потому что есть там и такие довольно такие организации, которые могли бы заплатить. Надо посмотреть.
Поэтому вот как раз так, Михаил Сергеевич, вы сказали, сейчас он подходит, ну, может быть, есть другие пока выступающие, кого нет. Можно я еще? Вы сказали о совместной рабочей группе, предлагали создать совместную рабочую группу Межведомственной комиссии и Координационного совета? Да. Потому что в межведомственную комиссию входят представители надзорных органов, которые должны и желают сейчас на сегодняшний день изъявляют желание присоединиться, у них есть соответствующее поручение от главы республики, для того, чтобы это носило такой более результативный характер, скажем. Сколько человек вы нам предлагаете делегировать? Ну, на самом деле, тут какого-то ограничения по количеству нет, надо смотреть, чтобы, ну, как минимум, помещались в пару машин или один микроавтобус, чтобы из таких простых, вот, скажем, вещей складывалось. Слишком много людей, там бывает после, куда все и не поместятся, поэтому надо исходить из каких-то объективных вещей. Да, можно. Добрый день. Извиняюсь за опоздание. Сегодня я вам хотел бы представить информацию по работе Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности в городском округе города Якутска. Данная комиссия на территории городского округа работает с 2015 года распоряжением главы номер 446. Положение в данной комиссии оно утверждено. Согласно положению, данная комиссия является постоянно действующим органом. Персональный состав данной комиссии утверждается также распоряжением главы. Основные задачи данной комиссии – это организация взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления городского города Якутск, контролирующих и правоохранительных органов, общественных и иных организаций по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности и преодолению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. Также принятие согласованных мер по соблюдению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории городского города Якутск, требования законодательства, обеспечивающих соблюдение налогового законодательства, ликвидацию несанкционированной торговли, соблюдение санитарных требований, пресечение недобросовестной конкуренции в сфере малого и среднего предпринимательства, соблюдение правил торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, совершенствование системы контроля за производством и оборотом товаров потребительского назначения, предоставлением услуг общественного питания и бытовых услуг населению, пресечение нарушений в области земельного, градостроительного и природоохранного законодательства, соблюдение трудовых прав наемных работников, занятых в предпринимательской сфере, защиту прав потребителей, организацию и осуществление деятельности на розничных рынках, соблюдение правил в сфере пассажирских перевозок и деятельности такси, соблюдение правил благоустройства городского округа города Якутска. Комиссия вправе рассматривать предложения от всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, контролирующих и правоохранительных органов, также запрашивать в установленном порядке таких органов необходимые материалы, создавать рабочие группы, выдавать рекомендации, заслушивать на заседаниях руководителей соответствующих служб, давать рекомендации о приостановлении либо о прекращении деятельности хозяйствующих субъектов, об аннулировании либо приостановлении действия лицензий, и также направлять руководителям государственной власти и органам местного самоуправления материалы о тех проблемах, которые выявлены в ходе работы комиссии. Также комиссия вправе привлекать к своей деятельности ученых, специалистов и экспертов. В настоящий момент состав комиссии 28 февраля 2019 года он обновлен. Председателем комиссии является глава городского города Якутск Арсентьева Светлана Владимировна. В состав данной комиссии входит Абелин Виталий Валерьевич как председатель операционного совета по предпринимательству, как заместитель главы в состав вхожу также я. Секретарем является
начальник отдела предпринимательства и развития туризма департамента предпринимательства. Членами являются Алешин Евгений Александрович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами, Амосов Александр Васильевич, это полковник полиции, начальник участкового уполномоченного полиции, Азамазова Елена Михайловна, заместитель начальника межрайонной Федеральной налоговой службы номер 5, Василенко Светлана Николаевна, начальник департамента предпринимательства, Верховцев Ким Алексеевич, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Республике Саха-Якутия, Игнатьев Юрий Алексеевич, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы, Кириллов Василий Валентинович, это главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора при управлении Росреестра, Корнилов Алексей Дмитриевич, руководитель управления муниципального контроля окружной администрации, Котенко Ирина Владимировна, председатель Союза товаропроизводителей, предпринимателей торговли и потребительского рынка Республики Саха-Якутия, Лихоманова Елена Николаевна, начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора, Мостовой Илья Анатольевич, индивидуальный предприниматель, профессиональный юрист, член Общественного экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей Республики Саха-Якутия, Петров Петр Лукич, заместитель руководителя управления Россельхознадзора, Прокопьев Максим Михайлович, заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма, Сивцев Алексей Сидорович, государственный инспектор Якутского комитета охраны природы, Сизык Николай Иванович, генеральный директор ООО «УКАФИКом», присутствует как член Координационного совета, Черных Сергей Викторович, депутат Якутской городской думы, также член Координационного совета, Сапов Алексей Николаевич, это государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Саха-Якутия, Восточно-Сибирскому региональному управлению Госавтонадзора. Также входит в состав комиссии председатель административной комиссии окружной администрации города Якутска и члены общественной палаты по согласованию. На сегодняшний день мы верстаем план работы данной межведомственной комиссии. На ближайшем заседании этой комиссии в пятницу он будет рассмотрен, но тем не менее, исходя из тех поручений, которые даны главой города Якутска Светланой Владимировной, комиссия приступает к рейдовому мониторингу объектов, которые расположены на территории города Якутска, которые, возможно, занимаются несанкционированной, нелегальной торговлей, нелегальным бизнесом, нелегальной предпринимательской деятельностью. Мы примерно очертили круг тех возможных видов деятельности, которые нам стоит посмотреть. Это 4 направления. Первое – это объекты оптовой и мелкооптовой торговли. Мы говорим в данном случае не о конкретных предпринимателях, мы говорим все-таки о территориях, где расположены такие объекты. В данном случае это улица Труда, это улица Чернышевского. Также по розничной торговле на данных объектах. Преимущественно мы хотим поработать комиссией на территории рынков, которые расположены, включая не только те рынки, которые торгуют продуктами питания, но и вещевыми. Мы прекрасно знаем по той проблеме, которая существует в Дзержинского, по улице Дзержинского. Далее, на соблюдение норм санитарно-эпидемиологических, гигиенических правил мы готовы провести также рейды мониторинга по объектам общественного питания, включая ЖКФ. Далее мы должны провести также рейдовый мониторинг объектов НТО. По данному вопросу я чуть далее доложу. Также нас интересуют таксомоторные службы. К сожалению, у нас в таксомоторных службах не всегда работают предприниматели. То есть человек, который осуществляет деятельность по перевозке пассажиров, должен являться индивидуальным предпринимателем. Данная работа входит в полномочия органов
мест органов исполнительной власти, государственных органов исполнительной власти, в нашем случае Минтранс. Совместно с Минтрансом мы планируем начать такие мероприятия. Они запланированы на 1 апреля, но мы этот период хотим несколько приблизить и заняться этим уже сейчас. Здесь будут совместные рейды с Управлением государственной инспекции по безопасности дорожного движения. Также нас интересуют так называемые резиновые дома и резиновые квартиры, когда граждане незаконно осуществляют предпринимательскую деятельность, сдавая данные квартиры посуточно, в месяц, либо просто занимаются регистрацией по данным адресам других граждан. По НТО хотел бы отметить, что на данный момент нами выявлено 28 объектов НТО, которые незаконно размещены на территории городского города Иркутск и которые были исключены из схем размещения, и на данный момент они должны быть вывезены. Я могу их обозначить, я думаю, это стоит обозначить. Это объект на Воинской 9, ИП Харьев, общий КИТ, улица Чернышевского, 101/1, ИП Шуст, общий КИТ, автодорожная 40/7, павильон ЖИМ, это продукты, микрорайон 202, ПАО Сбербанк, к сожалению, он попал в тот перечень объектов, которые не попали в схему, Кирова 13, ИП Белоусова, цветы, Каландрашвили 17, также ПАО Сбербанк, который не заявился на данный объект, но в настоящий момент используется. Вилюйский тракт, 3 километр, автосервис. Объект в настоящий момент стоит незаконно и не вывезен. Лермонтова 117, Якутские мамонты. Дзержинского 34, Новосибирь, продукты. Калица 1/1, продукты. Дзержинского 34, ремонт обуви. Дзержинского 72, промтовары. Чайковского 30/2, ИП Безгаева, продукты. Якова Потапова 4, Дзержинского 71, общий вид. В данном случае даже неизвестно, кто является собственником данного НТО. Лермонтова 32Б за галереей Лермонтовский или собственник также неизвестен. Но с 2015 года там не осуществляется деятельность, подлежит демонтажу. Дзержинского 5, ООО «Северин» 9, продукты. Семена Данилова, продукты. Космонавтов 17/1, разливные напитки, тоже ООО «Северин» 9. Улица Космонавтов, фрукты, овощи. Статухина 68, ИП Кашуба, фрукты, овощи. Лермонтова 62/2, шашлыки. Ярославского 22А, ИП Мельников, цветы. Ярославского 17 и Лермонтова 37, ремонт бытовой техники. В настоящий момент работает, договор не заключен, схемы исключен, должен быть демонтирован. И последним вопросом по работе Межведомственной комиссии хотелось бы отметить, что мы также планируем посетить автосервисы. Автосервисы, к сожалению, на территории города Иркутска их все больше и больше, и не все являются предпринимателями, тем более многие из них не являются официальными зарегистрированными на территории города Иркутска предприятиями. Вкратце, у меня такая информация. Готов ответить на ваш вопрос. Или я прослушала, или ветеринарные службы нет в списке, в составе? Россельхознадзор есть, ветеринарной службы нет. И у меня союз товаров... У нас работает без массы информации, давайте представляться перед тем, как... Хорошо. Хорошо. Правильно. Если не работают за камерой, если работают журналисты, для их курсов. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, а у вас союз по защите прав потребителей существует или нет? Включен или нет? Или мы тоже прослушали? Без их участия мы ничего не можем сделать. Может быть, я прослушала. Котенко Ирина Владимировна, председатель Союза товаропроизводителей, предпринимателей торговли. У нас включен Союз товаропроизводителей, предпринимателей торговли и потребительского рынка. Нет, по защите прав потребителей. Вот их обязательно надо пригласить.
Хорошо. Хорошо. Но присутствует Роспотребнадзор при этом, отдел по защите прав потребителей. А карьер не включен, да, список? Карьер. В целях обследования вы имеете в виду. Но в данном случае, когда мы говорим про карьер, это недропользователя, здесь контроль со стороны соответствующих структур есть по отпуску. В данном случае мы, наверное, будем говорить о несанкционированной торговле с автотранспортом. Да. Это предполагается. Скажите, пожалуйста, где отчет вообще о работе межведомственной комиссии? На самом деле мы услышали, что положение и план, ну и о составе, а отчет где? То есть вы, когда слово брали, я хочу отчитаться по работе межведомственной комиссии. На самом деле отчета не было. Вы четко сказали, что прописано в положении. Это понятно. Вы четко сказали про состав. Вы четко сказали про план. Все. Я бы хотел напомнить еще, и в том числе новым членам Координационного совета, что как раз инициаторами создания такой межведомственной комиссии был как раз Координационный совет. На самом деле, вот это положение мы достаточно четко знаем. Мы его сами составляем. Да, возможно, я в самом начале говорится, я хотел представить информацию по работе данной межведомственной комиссии в текущем году, поэтому отчет у меня. В том случае давайте протокольно внесем о том, чтобы был представлен в письменном виде отчет Координационному совету о работе межведомственной комиссии, о итогах работы межведомственной комиссии за 2018 год. В данном случае, видимо, тогда будет вопрос адресован Сергею Викторовичу. Он являлся в 2018 году заместителем председателя данной межведомственной комиссии. Если мы говорим про отчет, то тогда мы должны дослушать 2018 год-первый квартал 2019 года. Если уж на то пошло, то с сентября, я на сессии с одного говорил, да, что с сентября данный орган не работал вообще. Ни одного совещания, ни одного собрания. Поэтому, по большому счету... Два совещания, январь-май. Что? Ну, в январе и в мае было заседание межведомственная комиссия подразумевает распад поведения. Ну, вообще было 2 раза. Вот. Если, скажем так, у председателя межведомственной комиссии будут какие-то другие мнения, что надо чаще проводить, почему бы нет? Да? Какое-то уже на вступление нового состава. Нет, ну, представить отчет нет никакой проблемы, конечно, мы ее представим к следующему заседанию, но вы понимаете, какой это будет отчет, там, переход от одного к другому, это будет такой отчет уж больших ожиданий не будет. Скорее всего, из него можно сделать выводы для себя, вот, например, на 2018 год, ой, 2019 год. Это не проблема вообще. То есть сегодня не стояла цели отчитываться. Я думаю, что Михаил Сергеевич действительно оговорился, имелось в виду представить краткую информацию о деятельности комиссии. То есть о положении, составе. Да, можно дополнить точно. Готовые базы вы не упомянули. Я упомянул, я даже назвал улицу. Да, дело в том, что не совсем правильно говорить о конкретно какой-то базе, да, мы все-таки говорим о листах составления таких баз, и работа комиссии будет направлена на определенную территорию. То есть мы говорим улица Труда, улица Чернышевского и так далее. Вы упомянули Родину, в том случае улицу Бестужева-Мартинского возьмите. Наша территория многострадальная, многократно здесь озвучиваем улицу Бестужева-Мартинского, которая Она есть в списке. И вы, правда, в конце все-таки уточнились. Меня удивило, что в 4 приоритета они пошли автосервис, где довольно много нелегалов. Вот когда снимали движение ВМС, снимала документальный фильм о нелегальном бизнесе, те, кто сидят в тени, по-моему, самые жесткие нарушения, и самые беспардонные товарищи, и самые наглые, кричащие в камеру НЛ этого закон, они как раз... 53 советской армии, 89 90. Именно они наносят максимальный экологический ущерб. Потому что все отходы своего производства, вот эту техническое отработку, грязную утилизация массива, и так далее, все это идет на самом деле почву. Какие еще вопросы будут? Можно еще вопрос? Елена Данилова, Союз нового бизнеса.
Вы сказали, что исключили из схемы 28 НТО, которые будете вывозить. Они были исключены ранее, договоры не были... Я поняла, по какой причине, да, по какой причине они были исключены, но каким образом они были исключены, потому что каждое изменение, которое вносится в схему, а исключение это одно из изменений, согласитесь, да, оно проходит через комиссию. Я эту комиссию не пропускаю. За 5 лет я, наверное, как человек ответственный, один раз только пропустила. Это не те объекты, которые были исключены в текущем году, это те объекты, которые были исключены на протяжении последних 3 лет и которые до сих пор стоят и работают. Подождите, переходные положения у нас закончились в 2018 году. То есть это те объекты, у которых на руках имелись договора о земельных участках, которые закончились в 2018 и закончатся в 2019 году. Они просто не воспользовались переходным положением. Здесь где-то, наверное, еще есть недоработка округов, которые не вовремя. Это же легальные предприниматели. Можно было их же не так много, подойти, разъяснить, объясниться. Ну, не суть, вопрос у меня не в этом. Почему было принято об исключении, почему не выставлены на аукционы? Потому что такие, я не очень люблю Сбербанк, да, сразу скажу, но это очень важный объект для населения. Они нужны, эти банкоматы. Ну, почему их исключают? Я, к сожалению, не могу сказать, на каком основании они в прошлые года были исключены, но мы говорим о том, что мы проводили инвентаризацию. И мы обнаружили, что есть объекты НТО, которые у нас физически расположены на территории города, но в схеме они отсутствуют. И мы выявили таким образом 28 объектов. Они в схеме были? Ну, на данный момент... Они в схеме были, иначе бы у них не было на руках договоров аренды. И они в схеме, я не знаю тоже по какой причине. Конечно. Конечно, они все в схеме были. Я вот хочу на что обратить внимание, да? То есть, как бы опять, мы знаем причину, по которой опять шестеренки закрутились, и опять у нас идут под удар легальные предприниматели. В списке не прозвучало ни одного фрукта и овощей. Хотя мы все знаем, что все эти фруктовики... Это 28 это все легальные предприниматели, которые вчера имели отношения с... На самом деле, Михаил Сергеевич рассказал, скажем так, о составе, о планах. Да, но я думаю, что, во-первых, скажем так, новый состав межведомственной комиссии, он должен более четко пройтись по плану. Да, то есть это сейчас не вопрос сегодняшнего дня. Скажем так, и в тонкости я предлагаю сейчас не вдаваться, там, в какой адрес там, ехать завтра или послезавтра. То есть я думаю, что как раз это вот обсуждение плана как раз на заседании уже межведомственной комиссии. Каким способом, какой... Схема это не межведомственная. Вот как раз это и есть вопрос межветки. Почему? Потому что, если помните, первые более-менее серьезные шаги мы сделали по НТО как раз через межведомство. Это же земкомиссия. Нам надо, наверное, все-таки отдельно встретиться с земкомиссией. Нет, это не земкомиссия. Виталий Валерьевич, дело в том, что то мнение межведомственной комиссии, которое образуется там в заседании, вот оно уже пойдет земельщик. Ясно. Я здесь соглашусь с Сергеем Викторовичем, потому что это уже такой вопрос. Здесь, наверное, самое важное определиться с механизмом самой проверки собственности, да? Потому что он наибольше подвергается, ну, так скажем, там очень много разных моментов, и для этого больше, наверное, вот акцент, то есть как сама, собственно, проверка будет происходить, и то, что было замечание предпринимателей включить советы потребителей, на наш взгляд, мы об этом не раз говорили, это достаточно значительное замечание, потому что на сегодняшний момент механизм проверки нелегальных предпринимателей, да, ну, мы не знаем фактически, нелегальные они или нет, собственно, в этом есть вся проблема, потому что здесь 294 закон, если потом на проверяющих будут соответственные иски подавать, а предприниматель имеет право подавать в защиту своих законных интересов иски, вот здесь могут быть проблемы. Вот чтобы здесь не было перекосов, я хочу просто предупредить вас, ну, предложить, как, так сказать, угодно, акцентировать на союзах потребителей совместно с Роспотребнадзором и так далее. Спасибо большое. Ну, наверное, заметили, что я не использовал слово «проверка». Почему? Потому что проверка – это все-таки четкий закон, который защищает права и интересы предпринимателей и юридических лиц. В данном случае мы говорим о рейде, о мониторинге. В данном случае будут составляться акты осмотра, которые в дальнейшем
соответствии с положением о межведомственной комиссии. Вот именно об этом я и хотела бы сказать. Вы правильно заметили по поводу рейдовых мероприятий, собственно, от которых ежегодно бизнес у нас, собственно, не страдает. Законный бизнес. Именно от рейдовых мероприятий. Межведомственная комиссия, которая собирается раз в квартал, он точно не комиссия. Которых на сегодняшний момент Больше не собирается. имеют больше, простора, скажем, да, разных трактовок. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. Я просто из хороших побуждений предупреждаю членов межведомки в будущем. Но, в принципе, я уже хотела напомнить, что, если вы помните, в июле 2018 года мы собирались под руководством Виктора Николаевича Федорова, да, ставили документ, по-моему, у нас было общее хорошее заседание, и как раз по межведке обсуждали. Там достаточно неплохая была статистика у муниципалитета, в том числе с привлечением уголовной ответственности и так далее. Поэтому сказать так, что комиссия не работала совсем, я бы не сказала все-таки, что какое-то движение было. Надо просто взвесить все итоги работы, да, какие были ошибки, что получилось, что не получилось, где общественность может помочь, где видели помогут. И дальше двигаться. И, наверное, все-таки делать ее более чаще, потому что сейчас это вопрос достаточно серьезный. Спасибо. Я думаю, что в любом случае, если предприниматель осуществляет свою деятельность на законных основаниях, то, естественно, он не должен бояться явки, скажем, членов этой межведомственной комиссии на осмотр. Да? Я думаю, что если с документами все в порядке с ценниками, с кассовым аппаратом, то, естественно, никаких нарушений не должно быть. Предпринимателю, работающему на легальных основаниях, комиссия вообще является не должна. Все-таки есть город маленький, есть предварительный сбор информации, есть предварительный мониторинг, есть поступающие заявки и заявления. Все это предварительно формально должно осматриваться. И отжимать людей визитами для галочки для того, чтобы выполнить статистику, точно не надо. Сергей, есть предложение по этому списку, который вы озвучили, 28 предприятий НТУ, да, совместно с Леной Михайловной отработать до 22 числа заседания межведомственной комиссии, если вы готовы. Потому что там несколько объектов можно исключить. Вот по одному объекту, который вы озвучили, мы выдавали заявление по регламенту, мы пытались получить в аренду земельные участки, у нас до сих пор эти документы никак не движутся в одну управу, в другую управу. Поэтому здесь вот я Лену Михайловну поддержу и вношу предложение по этому списку до межведомственной комиссии отработать. Хорошо. Но я хотел бы заметить, что в данном списке не только те, кто исключены. Я хотел бы сказать, что есть те объекты, которые есть в схеме, но которые договор не заключили, которые не производят оплату в бюджет города, а стоят, скажем, на данном месте незаконно. Я передам список. У меня тоже предложение. Можно в состав комиссии включить? Вопрос есть, выступающий? Вопрос. Тогда переходим к предложению. Вопрос есть? Предложение. Прошу прощения. Если вопросов нет, мы... Есть. У меня вопрос к межведомственному Ломакин Антон Сергеевич. Сколько действует межведомственная комиссия? В лет? 2, 1? Я с 15 года, с 23 марта 2015 года. Аналитику проводили эффективности принятых мер? Нет. У меня молодой предприниматель, я послушал, то есть вы создаете какую-то комиссию для помощи предпринимателям, которые будут заниматься рейдами против самих же предпринимателей. Нет. Вы совершенно неправильно поняли. Я услышал именно те слова, которые я услышал, и вы выступали. Вопрос просто в чем, может быть, следует менять подход работы с предпринимателями и устраивать не рейды по поиску плохих предпринимателей, а хорошим помогать. То есть зарегистрироваться, получить земельный участок, чтобы те нелегальные сами пришли к вам, потом стали легальными. Огромное количество структур. Огромное количество. Центр поддержки предпринимательства, Министерство предпринимательства, наш координационный совет, бизнес-школа, институт уполномоченных. У нас помогать бизнесу вообще помощников уже больше, чем самих предпринимателей. С другой стороны, отделение региональное общественное движение, опора, деловая Россия. Куда больше? Виталий Валерьевич, я знаю о всех институтах, я слышал про бизнес-инкубатор, являюсь
членом деловой России. Вопрос в другом. Вопрос именно в самом подходе окружной администрации и сотрудников к работе. В этом вопросе. Я могу объяснить, как другим способом можно выявить нелегального предпринимателя. Вот вы не поняли, я предлагаю не выявлять. Только так, чтобы выйти на улицу, пройти своими глазами, посмотреть и увидеть, да, вот этот предприниматель легальный, он есть, значится в ИГРЮ, он есть в данном департаменте предпринимательства, а вот этот предприниматель, который появился, он нелегальный. Он взял в гараже, открыл небольшой магазин и не уплачивает налоги, не состоит в регистрации в органах, налоговых органах, только путем выявления, осмотра. Ну, не говорю, это вообще спор, чтобы не было понимания, я просто объясню, как не придем к одному знаменателю, это работа тех органов, которые будут в этой речи. Тут все не... Проблема не знаменателя. Проблема в том, что... Можно я договорю, да? Дело в том, что эта комиссия, она работает как общественный контроль. Задача предпринимателей просто сигналить. Вот и все. А далее уже правоохранительные и прочие органы, они уже сами найдут механизмы. Какова эффективность? Аналитическая эффективность нелегалов становится все больше и больше, а проверяется все больше легальных. Эффективности нет, потому что мероприятий не было достаточно. Системного подхода тоже не было достаточно. Вопрос в том, что сами меры, я считаю, мое личное мнение, они сейчас тратите время на препирательство, потому что изначально исходите из неправильного информационного посыла. Можно я поясню просто, что была следственная комиссия? Тогда вопрос снимется. Следственную комиссию создали решением по предложению Координационного совета. Ее создали именно изначально с одной целью. Ее создали как институт воздействия на нелегальный бизнес, конкретно против нелегального бизнеса, не против легалов создавания. И суть была в равномерном подключении надзорных органов. Мы взяли за основу тот принцип работы, который использовали правоохранительные органы в 2011 году, когда защищали город от неугодного бизнеса визиту Владимира Владимировича Путина. Обычно у нас приходят представители надзорных органов и начинают жаловаться, что у них не хватает полномочий для того, чтобы закрыть того или иного нелегала. Но когда должен был приехать Владимир Владимирович Путин, они защищали город по принципу револьверного. То есть подошел один полномочий, не хватило, и Роспотребнадзор не смог, подошел еще какая-то инспекция, фитосанитарный контроль и так далее. И так они перебирали друг друга, пока не находился орган, который мочил предпринимателя, и они убирали торговый объект неугодный. Мы предложили, если вы умеете так работать, то давайте вы так будете работать по нелегалам. И так появилась комиссия. Вот в чем суть. Это не институт поддержки, это не институт массовых проверок рынка, это институт работы по конкретным нелегальным объектам. К сожалению, очень быстро идея выхолостилась, и орган превратился в то, что он превратился. Вот так. Вопросов больше нет. Есть предложение? Есть предложение. Переходим к предложениям, если вопросов нет. Может быть. Я без меня просто объясню, как это было. Ну, я перед тем, конечно, не смогу переубедить, вопрос был другой немного. Но я потом с вами отдельно поговорю. У вас свои функции, кстати, тоже занимается в рамках этой комиссии. Ну, во-первых, сначала пару слов, потом предложение. Надо говорить о том, и надо честно говорить об этом, что 2018 год для данного органа был полностью провален. Самые эффективные были 15, 16, 17. 18 он был провальный, я думаю, что по объективным причинам. Почему? Потому что у нас Александр Сергеевич ушел исполнять обязанности главы республики, потом выборы, то есть в городе был исполняющий обязанности. Сколько, скажем так, я не говорил о том, что надо проводить, и даже были попытки мною проводить самим, скажем так, межведомственную комиссию. Но, понимаете, все-таки, конечно, это, наверное, уровень как минимум главы города, как минимум города, поэтому здесь проводить межведомственную комиссию, конечно, должен только глава города. Почему? Потому что разговаривать приходится с представителями федеральных органов, республиканских, и здесь Татьяне Владимировне, конечно, просто хотелось бы пожелать, скажем так, в этой части быть, может быть, где-то непреклонной и гнуть свою линию в части работы как раз с этими структурами, потому что это очень сложный будет момент. В свое время Александр Сергеевич, наверное, потратил заседания 2-3, чтобы более-менее хоть начали
воспринимать данную межведомственную комиссию, а структура МВД пришли, по-моему, если я не ошибаюсь, через год вообще, ну, руководство. Поэтому здесь, именно, конечно, вам надо будет всю волю в кулак и как бы отработать эти вопросы с этими органами. Но в любом случае, еще раз скажу, что 2018 год мы провалили в работе данного органа. На сессии я уже с Натальей Владимировной говорил о том, что надо, чтобы этот орган все-таки возобновлял работу или принять решение не мучить друг друга и закрыть его вообще. И стремиться туда уже на республиканском уровне, скажем так, что-то похожее открывать. Вот, по эффективности, четко могу сказать, что 15, 16 и 17 год они были достаточно эффективны. Хотел бы напомнить, что в первую очередь данная межведомственная комиссия, она призвана не бороться или там, скажем так, закрывать нелегальный бизнес. Первая задача – это, скажем так, мониторинг и как раз помочь тем предпринимателям, которые, скажем так, работают неоформленными по тем или иным причинам, помочь стать легальным бизнесом. В первую очередь. А вот если, предпринимателям сложно назвать, да, а люди, которые работают и сознательно не хотят становиться легальным бизнесом, вот тут, конечно, уже второй пункт искоренять. Поэтому задача, и думаю, что новая окружная администрация нам понять, что в первую очередь мы должны сделать максимум, чтобы как раз помочь легализоваться, и чтобы как раз бюджет города, в том числе, скажем так, повышал уровень, скажем, собираемости. Как раз с этих предпринимателей. То, что касается моментов, что переходит на официальный бизнес или на работающий бизнес, это однозначно не работа вот этой межведомственной комиссии. Межведомственная комиссия должна вырабатывать, наверное, в первую очередь стратегию окружной администрации совместно вот с теми фискальными органами, которые, скажем, общую стратегию, скажем так, действий по, скажем, выходу из тени или, скажем так, вообще прекращению нелегального бизнеса. В первую очередь это стратегия. Скажем так, так называемые рейды, это должно спускаться уже непосредственно административной комиссии и так далее и тому подобное. Конечно, опыт такой был. Надо это делать в том числе с действующими официальными предпринимателями, которые в этой сфере по тем или иным направлениям специалисты. И обязательно это по опыту привлекать МВД. Почему? Потому что вот этот нелегальный бизнес, в том числе и приезжие ребята, они уже имеют подобие своей службы безопасности. И, скажем так, если об этом надо говорить и говорить честно, это было, и четкое руководство МВД должно понимать, что они должны быть официальным органом, вплоть до такого, что прикрывать физически официальные структуры окружной администрации. Вот так, на самом-то деле это было. Что еще? То, что предлагает создать рабочую комиссию или рабочую группу по взаимодействию между межведом и Координационным советом, я считаю, что это абсолютно лишнее. Почему? Потому что, во-первых, заместитель председателя данной комиссии, как минимум председатель Координационного совета, да, раз. Второе, скажем так, там достаточно расширенное присутствие наших членов Координационного совета. Вот. Если кто-то из наших коллег Координационного совета готов поработать в этой межведомственной комиссии, я думаю, Светлана Владимировна с удовольствием включит в этот список. Да? Я думаю, что если что, через нашего председателя можно по желанию Данилова уже Лена готова, Михайловна. Вот. Поэтому, конечно, Светлана, еще раз скажу, хотелось пожелать, чтобы данная комиссия начала работу и, скажем так, в том числе опиралась на действующих предпринимателей, которые работают в городе. К сожалению, Виталий Валерьевич сказал, что даже данный вопрос, он у нас не попал в повестку. Понимаете? И Виталий Валерьевич сказал, что в связи с некоторыми событиями, к сожалению, у нас некоторые вещи начинают активно работать, да, при некоторых событиях. Это, наверное, все-таки и есть, скажем так, оценка того, что как мы наработали с 2018 года в части работы межведомственной комиссии, что нужны энные посылы какие-то, да. И, конечно, хотелось предостеречь, чтобы не получилось, как говорят, карательное
проводили какие-то действия по территории города, да, а работали спокойно, без, скажем так, каких-то эмоций, на законном основании, естественно. В целом вот так, я думаю, что мы, как члены Координационного совета, должны активно, скажем, помочь начальной стадии возобновления работы. На самом деле идея это очень достаточно хорошая. И таких межведомственных комиссий нелегальный бизнес это проблема всей России. На самом деле. И такой опыт у нас запрашивают с того же Хабаровска, чтобы, скажем так, внедрить у себя. Поэтому на самом деле нам надо это возобновлять эту работу. Спасибо. Я могу эпилогами не ходить, известных событий и так далее. Давайте вещи своими именами называть. Мы знаем, что у нас система контрольно-надзорное государство работает на человеческих жертвоприношениях. Сгорели люди в торговом центре, все, побежали проверять торговый центр. Случился инцидент с изнасилованием девушки, мигрантов, давайте проверять их 6 мигрантов. Вот так, к сожалению, вот так работает наша система. В школе перейдете, давайте проверять школу. Вот такая система, к сожалению. И это очень плохо. Виталий Владимирович, все-таки добавлю, да, я извиняюсь, не сказал, все-таки вот о составе межведомственной комиссии все-таки окружная администрация озадачилась до этих событий. Я говорю сейчас о массовом внимании к нелегальному бизнесу, к нелегальной миграции и так далее, которые в понедельник нас учились. В смысле, понедельник. Хотел бы все-таки... Коллеги, добрый день. Василенко Наталья Александровна, директор развлекательного центра «Мандарин», Сибирь, Прихид. Я все-таки бы хотела заявить позицию в продолжение того, что сказал Сергей Владимирович. Но мы категорично не должны помогать, так скажем, бизнесу, который ведет, я считаю, просто подрывную деятельность. Я говорю о продаже спиртных напитков, вот эти лжекафе, которые продают детям. Почему мы должны помогать в отношении такого рода бизнеса? Наша позиция должна быть крайне жесткая. И мы все вместе должны сделать все, чтобы они закрывались, потому что находиться вокруг всего этого это очень тяжело, и я думаю, что вы меня все поддержите. Вот здесь как раз таки работа межведомственной комиссии, мы говорили на прошлом совещании о том, что должна быть направлена на то, чтобы проверка подобных заведений должна сводиться к тому, чтобы они просто прекращали свою деятельность в максимально короткие сроки. Потому что это страшно. Причем это нелегальные бизнесмены, которые заведомо ведут этот бизнес, не соблюдая. Просто нахожусь в такой локации развлекательного центра «Мандарин», где каждый день, каждое утро происходит просто побоище вокруг. И почему-то здесь общественное мнение не поднимается так активно, как против национального вопроса. Я считаю, что здесь наша позиция должна быть крайне жесткая. Разрешите, председатель Ассоциации гостеприимства Татьяна Габарова. Мы в рамках межведомственной комиссии на протяжении уже 3 лет активно работали и выезжали в качестве экспертов и вдоль и поперек изучили вопрос по ЛЖКП. И, конечно же, в данной ситуации очень сложно применить законные меры, особенно когда наши надзорные органы разводят руками в этой ситуации. Есть пока не выработанный механизм, действительно надо работать. Мы готовы подключиться в работу межведомственной комиссии, и неоднократно вносили тоже предложения. И считаем, 2 направления есть в сфере общепита, над которыми надо поработать. Конечно же, это ЛЖКП, и второе направление – службы доставки, где тоже процветает реально незаконное предпринимательство, где просто квартиры открывают службу доставки, то ли суши, то пицца, и начинают вести торговлю через Инстаграм. Вот эти 2 направления, я считаю, что по ним можно поработать и продолжить работу совместно с межведомственной комиссией. Наши такие предложения. Я хочу сказать административной комиссии и усилить ее. Сколько мы проводили рейдов, мониторинга, абсолютно не был никак задействован председатель административной комиссии. И мы подходили непосредственно к нему лично. Я не
про нового, я говорю пока про старого. И просили, помните, наверное, старые члены Координационного совета, чтобы провести инвентаризацию земельных участков и их использование, и закрепить за каждым членом Координационного совета какой-то округ, либо, может быть, какие-то улицы, чтобы знать, сколько заключено типовых договоров, какой направленности и как используется этот земельный участок. И обязательно изменить типовые договора, включить пункт в одностороннем порядке, перезаключать договора, либо как-то расторгать эти договора по аренде земли, если он используется не по целевому назначению. В данный момент мы никак не можем воспользоваться этим правом. Затем мы точно так же ставили вопрос, можно ли через депутатов городского округа выйти из законодательной инициативы на депутатов УТУМ и выше, и ввести коэффициент по использованию земли. Если используется не по назначению, увеличивающий коэффициент в разы, в 10 раз, чтобы было невыгодно использовать эту землю под предпринимательскую деятельность. А вот если под социальную направленность, наоборот, в разы снизить стоимость этой земли. И вот тогда это было бы очень выгодно, и тогда это было именно продвижением и помощь в развитии предпринимательства. Вот согласитесь, К1 и К2, вот это было бы уже очень и очень хорошо. И затем, вот мы очень много говорили о том, что вроде бы провели мониторинг, вроде бы рейд провели, вроде бы фильм показали, а ведь все то, что мы наработки какие-то сделали в течение 2,5 лет, они все ушли никуда. Никто ими не пользуется. Ни министр МВД, который посмотрел фильм, ни Роспотребнадзор, который сейчас конкретно говорит, да, у нас есть возможность закрывать тут же на 5 дней, ну а вдруг найдется хозяин и куда девать конфискат. Ну такие вот, какие-то непонятные оговорки, что мы ничего не можем сделать. Но давайте уже все-таки целенаправленно возьмемся и пересмотрим то законодательство, которое у нас есть, чтобы помочь развитию бизнеса легального и каким-то образом приостановить нелегальный бизнес. Спасибо. Коллеги, у нас остался час, нас через 30 вопросов, поэтому, если вы не против, давайте я подведу и вообще предложение. Хорошо, Александр Александрович. Добрый день, Александр Никифоров, Юрий Сервис. Да, если хотя бы прошло, но если вы мнение все-таки озвучили. Когда есть государственный аппарат, конкретно регулирующий деятельность, но почему-то общественность должна менять. Есть понятие ОБД, которое должно бороться с нелегальным бизнесом. Есть понятие участковых, которые ходят конкретно по земле, по своим участкам, и знают, где какие авторитеты живут, и какие точки открываются. И есть у нас управы конкретно, которые отвечают о развитии определенного района города. Они тоже должны знать, сколько школ, детских садов, магазинов, автослужб должно быть. Соответственно, я 2 года назад не отменяю решение об межведомственной комиссии, надо использовать, наверное, законные права, полномочия, которые наделены этим органом. Спасибо. Хорошо, коллеги, тогда я попробую подвести итог под предложения, которые прозвучали, наши рекомендации, да? То есть мы информацию о новом составе межведомственной комиссии принимаем к сведению, да? И наши рекомендации, я не выступал, а меня рекомендации, мне кажется, надо изменить периодичность участия. Это не один раз, это слишком мало. Не реже одного раза в месяц. Не реже одного раза в месяц проводить заседание. Создать совместную группу с Координационным советом в составе 3-4 человека, которые должны делегировать предложение главы города. В число приоритетов, которые озвучил Михаил Сергеевич, оптовый мелкий, оптовый бизнес, розничная торговля, ТО, эксплуатационные службы, включить сервисы оказания услуг, а также ЖКФ и субъектов, занимающихся дистанционной торговлей. И план работы межведомственной комиссии перед утверждением обсудить на заседании Координационного совета. Ну и еще одно предложение, тоже от себя озвучено, надеюсь, вы поддержите, это интегрироваться в
межведомственной комиссии на республиканском уровне. Вы же знаете, Александр Сергеевич перенес этот опыт на уровень республики. В настоящий момент закончено формирование межведомственной комиссии при главе республики, которая будет в целом отвечать за республику. А коль скоро на город Иркутск приходится 50%, почти 50% всего бизнеса, то без города тут никак. И вообще городская комиссия, мне кажется, должна стать общевидом этой межведомственной при главе республики. Вот такие предложения есть, я думаю, что не расформулировал или учел, да? Включить Данилову Лену Михайловну рекомендовать. Нет, она уже готова. Группу-то вы сформулировали, не вопрос. Это не надо, Александр Яковлевич. А почему мы опять не ушли водители, которые торгуют песком и используют солянки для продажи? Тоже нелегально. Я уже неоднократно поднимал вопрос, задавал. Они у нас есть в фильме, и мы ставили по ним вопрос. Я же об этом говорил, что план работы у нас есть, и мы нацелены на то, чтобы, во-первых, определить конкретные места, где может производиться реализация таких инертных материалов, а там, где незаконно стоят, они сейчас уже начинают появляться такие машины, да, это и торговля травами, и инертным материалом. Мы, соответственно, с органами ГИБДД и административной комиссии этим вопросом уже занимаемся. Но мы можем, в принципе, если вопрос принципиальный, если Координационный совет этим вопросом очень глубже разобраться, мы можем совместно с природоохранной прокуратурой смотреть отдельно. Ничто не мешает вносить такое предложение к повестку следующего заседания Координационного совета, рассмотрим необходимость. Озвученное предложение оставлено на голосование. За, против? Кто за? Прошу голосовать. Спасибо большое. Воздержался, против? Не имеет смысла. Тогда первый вопрос закончим. Переходим ко второму вопросу повестки дня. Он будет коротким. Его вопрос сформулировали в отдельно для того, чтобы подчеркнуть его принципиальность для работы нашего Координационного совета. Потому что он касается в первую очередь именно нашей с вами деятельности. Так получилось, что за короткий период с февраля по середину марта мы столкнулись с двумя принципиальными случаями, когда муниципалитетом принимались решения, затрагивающие интересы большого количества субъектов малого и среднего предпринимательства, и в обоих случаях Координационный совет не был ознакомлен ни с проектами документов, ни с проектами решений. Первый случай мы с вами уже разбирали, это вопрос о положении внешнего вида объектов стационарной торговли. Мы здесь разбирали, есть протокольное поручение, есть рекомендация Координационного совета приостановить данный документ до внесения в него поправок изменений, согласованных с бизнес-сообществом, с нами. Вот. Второй случай касается поправок в закон налоговой политики республики. Он касается отмены в 2019 году льготы для предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения и использующих в качестве налогообложения базы доходы минус расходы. Последние 8 лет для этих предпринимателей действовала налоговая ставка льготная в размере от 5 до 10%, в основном для 75%, для других отраслей 10%. В 2012 году его просто забыли пролонгировать. В результате сейчас эта налоговая ставка должна вырасти для некоторых предпринимателей втрое, для других на 33%. И так получилось, что Министерство предпринимательства, Министерство экономики, Министерство республики, осознав, что происходит, они пытаются это исправить. И на налоговой комиссии, которая состоялась недавно, был рассмотрен вариант о том, чтобы возвращение этой льготы, которая действовала, напомню, последние 8 лет, так, с тем, чтобы она действовала с 1 января 2019 года и до 2023 года. Таким образом, для предпринимателей ничего не изменится. Если это изменение не будет внесено, то для плательщиков ОСН налог вырастет либо на 33%, либо сразу втрое. Вот.
К сожалению, позиция города, которая прозвучала, была для нас, для предпринимателей, которые присутствовали на налоговой комиссии, очень неожиданная. Город категорически против. И мы понимаем, в чем причина. Город посчитал свой бюджет без этой налоговой льготы. То есть мы понимаем. Но одно дело, если бы вы с нами предварительно это было обсуждено, мы дали рекомендации, мы, например, рекомендовали не выступать категорически против возвращения этой льготы, без которой ударят по бизнесу. Да? А, например, мы бы настаивали на том, чтобы были гарантированы компенсации выпадающих доходов. Но поскольку эта инициатива с нами не обсуждалась, то на заседании налоговой комиссии город выступил резко против. И для нас было невероятно сюрпризом, и если бы наши ведомства, которые поддержали эту позицию, то не исключено, что вопрос бы решился в объективном для нас ключе. Поэтому, Светлана Владимировна, мы с вами уже встречались отдельно в президиуме Конституционного совета, мы вас просили о том, чтобы вопросы, которые затрагивают интересы малого и среднего предпринимательства, чтобы они обсуждались с вами. Чтобы мы хотя бы они знали, что для нас это не было полной неожиданностью. И вот два случая, которые это решение принимается на ход Конституционного совета. Мне кажется, это неправильно. Разрешите вопрос, да? Виталий Валерьевич, а вы сами когда узнали о заседании постоянной налоговой комиссии? Почему я такой вопрос задаю? Потому что времени для обсуждения не было вообще. То есть извещение от данной комиссии пришло, ну, скажем, сегодня в 17:00, о том, что завтра в 9:00 будет заседание такой комиссии. Поэтому говорить о том, что окружная администрация не смогла в данном случае отработать, потому что там не захотели, что-то не совсем правильно. В данном случае просто мы не могли это сделать. Льготы мы обсуждали в феврале. В феврале мы его здесь на Конституционном совете рассматривали. Поэтому, если город готовил позицию, и вопрос о том, что это будет рассматриваться, я тоже озвучил заранее. Если город готовил какую-то правовую позицию, вы же готовили, вы же не за одну минуту там все посчитали и решили. И это была ваша личная инициатива. Что вот вы посмотрели, как мы получили выпадающие доходы, все я принял решение. Ну, хотя бы вы нас туда оперативно собрали, что вот завтра комиссия, мы хотя бы вам стремительно сформулировали бы рабочую группу и отправили 3-4 человека, чтобы консолидировано мнение. Ну и кроме того, хотел бы отметить, что категорической позиции со стороны меня, как члена данной комиссии, не было. Я сказал, мы категорически против, без возмещения затрат. Я обозначил сумму выпадающих доходов, которые учтены на текущий финансовый год в бюджете города и плановый период на последующие 2 года. Без возмещения затрат такое решение в соответствии с бюджетным кодексом принимать, к сожалению, нельзя. Но, тем не менее, я хотел бы отметить, что я при голосовании по данному вопросу я воздержался. И не только я, еще 2 члена постоянно действующей налоговой комиссии также воздержались, все остальные проголосовали за. Данный вопрос был поддержан постоянно действующей налоговой комиссией. И вот, по-моему, сегодня он как раз-таки рассматривается на комитете Государственного собрания и Думы. В любом случае, я основной тезис озвучу. Мы еще раз настоятельно просим, чтобы нормативные акты, которые и принципиальные решения, которые принимает муниципалитет, которые затрагивают интересы субъектов малого и среднего бизнеса, чтобы они проходили обсуждение в Конституционном совете. Чтобы мы хотя бы могли потом идти к людям, чьи интересы представляем, и озвучивать их. Которые тут уши, корни и так далее. Ну, я думаю, что на самом деле то, о чем вы просите, это, конечно, принимается. Это принимается. Просто хочу объяснить, что нет принципиальной позиции окружной администрации, чтобы навредить, увеличить или с чем-то не согласиться. Полагаю, что формулировка, просто, может быть, она прозвучала категорически, но повторюсь, значит, мы, безусловно, поддерживаем те решения, которые будут приняты, извините за тавтологию, в поддержку малого и среднего бизнеса, при условии компенсации выпадающих доходов городского округа города Якутска. Потому что мы говорим, что там объем довольно большой, там порядка 300 миллионов. В этом практике не ошибаюсь. Вот, значит, другой вопрос, что при рассмотрении бюджета
при рассмотрении бюджета городского округа города Якутск, мы должны были бы все вместе, и мы, и депутаты, заострить внимание на то, что вот у нас есть такая новелла. Должны были это посмотреть. Я полагаю, что это упущение. Если не упущение, то не говорят. Но вместе с тем мы должны понимать, что основные параметры бюджета, они были сверстаны у нас к осени 2018 года, и поэтому, конечно, полагаю, что это элементы переходного периода. То же самое у нас получилось по НТО, по нормативному акту, который был принят, поскольку он был запущен на согласование в конце июля, в августе 2018 года. И при его подписании меня всячески заверяли, что согласование со всеми прошли. Не оправдываюсь, объясняю. Поэтому сейчас, мы с вами обсуждали тот проект, который есть по постановлению, вы должны были выработать рекомендации, потому что там просто приостановить, прошу, поэтому вот тот текст проекта, который был направлен, по возможности как можно быстрее обсудить, потому что там есть моменты, что и переходного периода и так далее, да. Поэтому, безусловно, здесь и департамент по делам предпринимательства присутствует, и Михаил Сергеевич здесь, я здесь, мы в дальнейшем, надеюсь, избежим вот этих вот нюансов. Можно уточнить, все-таки 18 он приостановлен или есть какие-то поправки? Или есть уже какой-то документ? Выработаны поправки, значит, в неофициальном порядке Виталию Валерьевичу они были направлены. Если необходимо, могу направить официально сопроводительное письмо, но, тем не менее, текст есть, вы можете его в группе обсудить, посмотреть, только просьба к вам следовать. Давайте это зафиксируем протокольно, лишний раз я остановлюсь поборником демократии, о том, что муниципальные проекты нормативных актов не принимаются в Конституционном если они затрагивают интересы субъектов малого и среднего бизнеса. Спасибо. Если вопросов, уточнений, замечаний нет, то переходим к основному вопросу. К вопросу о внесении изменений в налоговый кодекс. Часть номер 2 или это только нас начнет? Это что очень Да, все просто мои, наверное, такие обсуждения, которые я тоже был там же в комиссии. И всем членам на электронной почте отправлен протокол по установлению пониженной ставки и по прошедшему предложения для налогоплательщиков на выбор в качестве объектов налогообложения дохода уменьшено на величину расходов. Это вот как раз решение, которое приняла налоговая комиссия при правительстве Саха-Якутии. Здесь все четко указано, что восстанавливается все, сохраняется, и указано, кто за что будет отвечать. Компенсация выпадающих доходов дано распоряжение Министерства финансов, и я лично услышал, что это будет компенсироваться по факту, который будет предусмотрено. И самое то, что хорошее было где-то озвучено, Министерство экономики и сама налоговая инспекция были за продлением года. Соответственно, вот буквально 13 лет состояла комиссия, 27 или 28 будет уже вынесено на заседание Илтумена, на их коллегию, и буквально решится, осталось пару дней. Единственное, то, что я могу добавить, когда вот сегодня сказали, что во время выборных всяких перипетий забылась работа межведомственной комиссии, также забылась. Мы уточняли, конкретно этим ТПП занималась и вели переговоры с Минэкономикой в декабре. И Мининфин сказал, что в июле и в начале месяца было всем разослано то, что налог свой завершается 31 декабря и внести предложение. Ни одна организация не внесла никаких корректирующих моментов, и они все были в бюджете приняты с учетом этого увеличения налогов. Соответственно, в будущем, наверное, конечно, бизнес не обязан следить за что изменение законодательства, но органы, которые этими вещами занимаются, в том числе Минфин или
департамент экономики города должны с осторожностью подходить к принятию таких решений. Фактически получается то, что они сейчас как бы восстанавливают справедливость, раз сами проморгали, давайте было озвучено так. Я надеюсь, что все примут. Спасибо, у меня все. К сожалению, вариант, который они выбрали, то есть если... Вариант, который они выбрали, о том, что компенсация выпадающих доходов, если она будет, то это только по факту исполнения бюджета, это самое неудачное для муниципалитета, конечно, вариант. Город Иркутск может всегда попасть на 300 миллионов рублей. Там есть поправки депутата Колтунена. Мы говорим о том, что по фактическому поступлению, но исходя из пула. А вот предложение по компенсации. Я не знаю, ползоками было перед личным многострадальным. Мы как раз таки переговорили с депутатами Колтунена, которые вносят поправку. Мы говорили о том, что возмещение все-таки по факту сбора, да, по факту количества предпринимателей, но по полугодовым периодам. То есть не в целом по итогам года в будущем году, а именно полгода. Я просто к тому, что Координационный совет он может не только ратовать за предпринимателей, но и за город. И если нужны какие-то там наши рекомендации, обращения, связанные с поддержкой каких-то вариантов компенсации и возвращения доходов, то мы с удовольствием рассмотрим и, я думаю, поддержим, потому что город нам тоже интересен, мы здесь живем, в конце концов. Я предлагаю поддержать инициативу по внесению изменений в проект закона о налоговой политике, но все-таки с учетом возмещения выпадающих доходов бюджету города Иркутска в 2019 год и плановый период 2020-2021 год. Вот с такой формулировкой. И механизм компенсации за счет чего? Ну, это уже прорабатывает Министерство финансов. Свои предложения не будем? Нет. Что тогда? Вопрос на этом закрыт. Переходим к вопросу 2. До свидания. По выдвижению кандидатуры на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Саха-Якутия от Координационного совета по предпринимательству при главе ГО города Иркутск. Коллеги, крохотную свою историю. Механизм выборности уполномоченного по защите прав предпринимателя придуман и сформулирован, предложен именно здесь, в этом зале. Не в этом зале. Здесь мы для мамы не собирались. Это была инициатива Координационного совета. Мы за нее активно боролись. Мы встречали полное непонимание государственных органов, особенно органов, которые должен у нас поддерживать Министерство по делам предпринимательства. Нам пришлось преодолевать огромную инерцию чиновников, потому что изначально вообще планировалось, что уполномоченного будет назначать своим указом глава республики. Хотел сразу, поэтому назначить. И во многом благодаря нашей позиции, мы благодаря тому, что мы сами разработали и писали целый закон, изменен порядок назначения уполномоченного, и сегодня у нас существует демократическая процедура выбора. То есть уполномоченного по защите прав предпринимателей выбирает бизнес-сообщество путем делегирования кандидатур в Координационный совет по предпринимательству при главе республики. В этом Координационном совете уже происходит рейтинговое голосование, и кандидатура, которая получает наибольшее количество голосов, глава республики, если он не возражает против нее, он ее согласует с федеральным омбудсменом и вносит в парламент. Если депутаты утверждают эту кандидатуру, то мы получаем уполномоченного, который независим от всех органов исполнительной власти республики. На сегодняшний день полномочия действующего уполномоченного по защите прав предпринимателей формально истекли в ноябре прошлого года, но выборы нового уполномоченного дважды не состоялись. По разным и не очень хорошим, не всегда корректным причинам. То есть в первом случае была оспорена легитимность голосования, и глава республики не стал с этим спорить. Во втором случае просто было сорвано заседание Координационного совета при главе, был произведен саботаж, натуральный саботаж. Часть предпринимателей просто не явилась на него, потому что не могла провести интересующую их кандидатуру. К сожалению, вместе с демократической процедурой выборов в процедуру пришли и все сопутствующие элементы, начиная от черного пиара и заканчивая самой суровой контролерной борьбой. Но издержки демократии лучше наличие выбора, чем его отсутствие. Уважаемый председатель, я прошу вернуться все-таки к повестке. Да.
разбора случаев, тем более мы разбирали это уже. Можно я сам, как посчитаю нужным, подведу вас к голосованию? На сегодняшний день у нас представлено 3 кандидатуры на пост уполномоченного, которые просят нашей с вами поддержки. Все 3 здесь присутствуют. В раздаточных материалах у вас есть письма соответствующие, вы могли с ними ознакомиться. Я не буду зачитывать, чтобы не тратить время. Вот. Я хочу только спросить один момент. Мы будем заслушивать всех 3? Предоставим возможность всем 3 соискателям выступить? Всех знаем. Всех знаем, но может... Тем не менее, я этот вопрос поставлю на голосование. Кто за то, чтобы дать возможность каждому из присутствующих кандидатов на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей выступить и озвучить свое видение на этом посту? Кто за? Я хочу. Будем озвучить? Что-то не хватает? Кто-то читает? Сейчас. Считали? Считали. Двенадцать. 12. Кто против? 6. Воздержавшись? 5. Заслушали. Уважаемый председатель, вот вопросы по процедуре есть. Я бы вот на это обратить внимание. Можно вопросы по процедуре? Ну, первый, Координационный совет будет выдвигать одну кандидатуру или вправе поддержать всех достойных, 2-3 кандидатуры. Я сейчас представлюсь. Субрусская Надежда Томатовна, торгово-промышленная палата. Вот один вопрос. Мое мнение, что 2 головы хороши только в 2 местах. В Мускамере и на территории Российской Федерации. А мы должны предложить одну. Но если будет обратное предложение, то можем поставить на голосование. Просто как положено, но в чинимся порядку, если он есть, в любом порядке. Значит, одна кандидатура. Данная процедура не регламентирована, я предлагаю отправить одну. Если есть другие предложения, то поставим на голосование. Еще так уже положение, конечно, определено, но напомните, пожалуйста, голосует Наше положение не определено. Голосует только присутствующие на заседании, потому что я вижу в группе уже заочно отправляют голоса. Только присутствующие. Только присутствующие. И выбор состоится, если больше половины присутствующих голосуют за кандидатуру. Так? Большинство. Нет, большинство числа присутствующих. Поменяли же? Большинство поменяли. Значит, больше половины числа присутствующих. Нет, просто большинство. Простое большинство. Но большинство от присутствующих. Да. А сколько присутствует человек? 25. 24? Может, это предложение, чтобы, скажем так, разногласий не было, предлагаю выделить одну кандидатуру в Конституционном совете. Конечно, всегда так. Можно дать предложение. Мое предложение двоих. Так, ну, коль скоро у нас 2 предложения, то ставлю на голосование то, которое поступило первым, о том, чтобы сегодня Координационный совет рекомендовал, поддержал только одну кандидатуру на пост уполномоченного. Кто за это предложение? Предложение прошло. Сегодня мы дадим поддержку только одному человеку. Регламент 3-5 минут. У нас еще регламент по времени, нам сказали освободить помещение, поэтому надо как-то быстрее с этим всем двигаться. Еще 2 вопроса. Слушание. Да, вопрос. Предложение к счетной комиссии. Ну, чтобы там 2-3 читали, не было ошибок. У нас тут 2 человека сидят специально. Нормально. Так, коллеги, у нас осталось времени мало, поэтому я предлагаю выступающим ограничиваться, сколько, 5 минут, 3 минуты? 3 минуты. 3 минуты. В порядке поступления заявок Координационного
Координационного совета Елена Валерьевна, вы первая. Ваша смотрит, все. Не, лучше с трибуны. Добрый день, уважаемые члены Координационного совета. Я выдвинула свою кандидатуру на второй срок на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Собственно, представляет, наверное, больше, кроме той информации, которая сегодня вам представлена в раздаточном материале, просто тратить время, поэтому я перечитывать, собственно, не буду. Основную свою мотивацию скажу, что с учетом того, что достаточно серьезный большой опыт пройден за эти 5 лет, и наработаны очень серьезные и связи, и вообще сама техника защиты, по защите прав предпринимателей. Поэтому считаю, что такой опыт достаточно нужно, необходимо просто дальше продолжать и дальше действовать, чтобы не терять просто время для того, чтобы защищать малый бизнес и отстаивать его интересы. В программе своей на предстоящие 5 лет вижу основным приоритетом заострить свое внимание, кроме того, что сфокусировать на текущей деятельности по защите прав предпринимателей в сфере контроля и надзора, то есть от контрольно-надзорных незаконных проверок и нарушения прав. Основной фокус держать, во-первых, прежде всего на налоговых преференциях и продвижении тех инициатив, которые изначально в 2014 году мною были первыми приняты в разработку. И на сегодняшний момент все эти реформы, которые существуют сейчас для субъектов малого бизнеса, проходили именно под нашей инициативой. С этого все началось, поэтому считаю одно из серьезных достижений к тому, что мы практически добились 3% снижения налога по упрощенной системе налогообложения, где объектом является доходы до 3%. Да? Ну, в связи со сменой, так сказать, политической системы на сегодняшний момент, к сожалению, этот вопрос нам просто не успели удержать эту тему, как говорится. Да? Поэтому вижу приоритетом дальше продвигать эти налоговые преференции, поскольку считаю, что именно они позволят вывести из тени тех предпринимателей, которые на сегодняшний момент работают в теневой части экономики. Это первая задача. Кроме того, по налогу на недвижимость с 2020 года он будет вводиться, и на сегодняшний момент те перекосы по кадастровой оценке имущества недвижимости субъектов малого бизнеса, они существуют, и нам нужно в точечном порядке отрабатывать их вместе с Министерством имущественных отношений и Министерством экономики. Здесь мы уже ряд работ провели, и очень много, собственно, конкретный кейс – это производственный кооператив «Силуэт». В этой части мы работаем уже на протяжении, собственно, всего периода. Где-то удалось нам снизить эту кадастровую стоимость, но, по моим ощущениям, есть еще достаточно объектов, которые на сегодня имеют высокую стоимость. Третий вопрос – это работа в направлении о том, чтобы на рынке на сегодняшний момент в республике не было засилия государственных структур, и в этой части нужно далее продолжать работу в предстоящие 5 лет. Ну и вопрос инвестиций, потому что, на мой взгляд, инвестиционная составляющая на сегодняшний момент с фокусом, который сегодня идет у правительства республики, только на иностранного инвестора не совсем полная, поэтому я считаю, что наших местных инвесторов тоже необходимо вовлекать в экономику республики. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Елена Валерьевна. У нас следующий кто выступит? Добрый день. Коротко о себе. Меня зовут Павлова Сардана Викторовна. Я родилась в 1972 году в городе Якутске.
Так, в 1994 году закончила математический факультет Якутского госуниверситета, в 2004 году финансово-экономический институт. Я работала бухгалтером, работала товароведом, ревизором в системе потребительской кооперации, а после в Аргысмедстрах. В 2010 году я открыла свое предприятие ООО «Антарес». Главной задачей моего предприятия является обеспечение качественными товарами лечебных учреждений республики. Именно ориентация на качество позволила мне стать дистрибьютором фирмы «Нестле» по детскому питанию. Подняла я свой бизнес с нуля, без влиятельных знакомств и протекций. Я четко вижу, что проблема малого бизнеса у нас в Якутии не в низкой неграмотности, не в количестве семинаров, круглых столов, а в том, что у нас неравные условия ведения бизнеса в районах Крайнего Севера по сравнению с другими регионами страны. На малые предприятия Крайнего Севера возложена нагрузка по выплате северных гарантий, компенсации, и мы не конкурентоспособны, получается, в этом отношении. Непомерная нагрузка по другим статьям расходов. Так, ну, например, я вот всегда рассказываю то, что, в чем я хорошо ориентируюсь. Госзакупки. Вот требует, чтобы была оптовая лицензия на фармдеятельность. Для того, чтобы ее получить, нужно иметь помещение площадью 250 квадратных метров. В условиях ТИКСИ, Анабар, когда население 3-4 тысячи человек, иметь эту лицензию только для того, чтобы у тебя стоял пустой склад и топить ее 9 месяцев, невозможно, да, финансово. При всем при этом лекарства требуются, они маленького объема и веса. И на самом деле достаточно было бы требовать только наличия фармлицензии. То есть просто, чтобы была аптека или аптечный пункт 20, 50, 70 квадратных метров. Так, как экономист, я понимаю, что если у бизнеса в других регионах себестоимость продукции не такая высокая, то продукция нашего предприятия не конкурентоспособна по цене. А как математик я вижу, что бюджетные субсидии, которые выделяются 30-40 предприятиям в год, такой перекос не устранит. Первой системной задачей уполномоченного по защите прав предпринимателей вижу выравнивание на законодательном уровне экономических условий для осуществления предпринимательской деятельности в наших условиях и в регионах страны. Если президент и правительство Российской Федерации ставят задачу на ускоренное развитие Дальнего Востока, более половины территории, которые относятся к районам Крайнего Севера, то здесь должны быть не равные, а более привилегированные условия для предпринимательской деятельности. По своему статусу уполномоченный по защите прав предпринимателей наделен законотворческим правом. Я полна решимости в должности уполномоченного широко использовать это право, а не ждать времени на согласование проектов и нормативных актов от госорганов. А на основании консультаций с предпринимательским сообществом, опираясь на ваше мнение, разрабатывать и вносить в установленном порядке проекты законов, правительственных актов для создания благоприятного делового климата в нашей республике. Так, если будут нарушены права предпринимателей, я не ограничусь советом ему обратиться в правоохранительные органы. Я постараюсь лично разобраться в ситуации и буду использовать все законные полномочия для восстановления прав предпринимателя. Полномочия по обращению в правоохранительные органы, суд для защиты прав и законных интересов. Я буду использовать это не единичным образом, а системно и постоянно. Я нацелена на создание благоприятного делового климата в регионе, который дает равные права всем участникам рынка. Используя свой реальный практический опыт ведения малого бизнеса, готова приложить все свои силы для продвижения поддержки законной трудовой деятельности, способствовать развитию и повышению благосостояния уровня жизни людей. Спасибо большое. И Виктория. Я хочу сказать, что Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Саха был учрежден 5 лет тому назад. И благодаря инициативе предпринимательского сообщества сегодня у каждого из нас есть право выбора. Кто будет представлять интересы должности уполномоченного по защите прав предпринимателей. За период становления Института уполномоченного доказал свою нужность и востребованным обществом, нашим предпринимательским сообществом. При участии аппарата уполномоченного был приведен ряд мероприятий, положительно влиявших на развитие малого действительного бизнеса и их организации. Вместе с тем считаю, что потенциал возможностей указанного института используется в переходе в полной мере. Для качественного улучшения бизнес-климата Республики Саха следует предпринимать следующие шаги. Это обязательно работа с контрольным надзорным органом. Ведь посмотрите,
17-19 у нас, слава Богу, мы за 2 года уменьшили до 24. Затем остро стоит вопрос тарифной политики. Вроде бы да, произошло выравнивание. Вроде бы мы все стремились к тому, чтобы у нас был оптовый рынок. Пришел оптовый рынок, мы не знаем делать. У нас второй месяц нет тарифа. Как будем оплачивать, с чем мы будем и как будем работать, мы опять-таки не знаем. И опять-таки посмотрите, как стремительно растут тарифы по газу. Рабочая комиссия очень хорошо работала 17-18 год. Хотелось бы, чтобы эта работа была продолжена и в 2019 году вместе, вернее совместно с РЭКом и совместно со всеми общественными организациями. Вот смотрите, для всех не секрет, что у нас разные условия ведения бизнеса. Все равно есть очень много рынков, где у нас очень много мупов и губов, и занимают они обширную нишу. Самый большой сегмент – это контрактмент, который в принципе занимается и торговлей, и общественным питанием, и самое основное – это гриль. И огранщики, и производство электронных изделий. И вот это все-таки очень сильно влияет на неравенство наших прав. Проблема при закупок я не буду останавливаться, потому что об этом говорила и Галина Валерьевна, и Светлана Викторовна. Обязательно надо остановиться на том, чтобы все, поверьте, многие говорят, малый и средний бизнес. И очень мало кто заостряет внимание на микробизнесе. Ведь это у нас самый большой сегмент нашего предпринимательства. И самый востребованный вид. Это и торговля, и услуги, и всевозможная предпринимательская деятельность, автопроизводство и прочее. Затем, опять-таки, не буду повторяться, незаконному предпринимательству. Много сегодня говорили об этом, и очень много вносили предложений. И о чем я еще хочу, в принципе, сказать, и на этом закончить свое выступление. Государство все-таки должно оставаться нашим партнером. Оно не должно вмешиваться в работу предпринимателей. Государство регулирует те или иные нормы. Действительно, жизнь идет вперед, развитие не стоит на месте. Но, к сожалению, многие законы и нормативные акты, в том числе контрольно-надзорные, имели старые и уже неактуальные требования. И то предложение, которое Путин Владимир Владимирович, что надо через 2 года многие требования и оставить самые насущные, я думаю, что это правильно. Спасибо. Уважаемые коллеги, сейчас будем голосовать. Я прошу, для того, чтобы у нас там была точно информация о столько человек присутствует в зале, сначала просто все члены Координационного совета присутствующие, поднимите, пожалуйста, чтобы зафиксировать число наших присутствующих. Фиксируем. Количество. 24. Конечно. Спасибо большое. Извините, да? А мы с вами за себя голосуем или нет? Конечно, ничто не мешает. А Катерина Валерьевна в этом отношении оказывается в неудачном положении. Она же не член КС. Вы член КС. Не повезло. Не повезло. Уже минус 1. Может, наоборот, повезло. Да? Спасибо большое. Я уже это переживала. Учитывая, что времени у нас мало, агитационный видео запускаем, сразу переходим к голосованию. Да. В таком случае, вот в порядке выступления, коллеги, будем озвучивать, кто за то, чтобы Координационный совет поддержал кандидатуру Соколовой Галины Валерьевны на пост уполномоченного, прошу поднять руки за. Спасибо, коллеги. Кто за то, чтобы поддержать Аллу Сардану, я прошу прощения, я очень путаю Викторовну, Аллу Сардану Викторовну. Спасибо, коллеги. Кто за то, чтобы поддержать Котенко Ирину Владимировну?
Спасибо большое, коллеги. Решение принято. Координационный совет города Якутска рекомендует на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Котенко Ирину Владимировну. Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Поздравляю Ирину Владимировну, наше доверие. Спасибо. Координационный совет свое мнение не поменял. Коллеги, у нас сейчас два вопроса осталось. Где заявок метод на получение микрозайма и об обращении регионального отделения опоры по жалобе на факт нарушения прав законных интересов руководством ГУ-2. Может быть, мы передвинем и подписаем?